Вы смотрите «Актуальное интервью», в студии Надежда Саханская. Здравствуйте. Уже этой весной по всей стране пройдет всероссийское голосование по выбору общественных территорий для благоустройства в 2025 году в рамках федеральной программы формирования комфортной городской среды. Население отбирает лучшие общественные территории с 2019 года. О формировании комфортной городской среды мы сегодня поговорим с гостьей студии Любовью Попок, руководителем управления архитектуры и градостроительства при главе республики. Любовь Александровна, здравствуйте. Здравствуйте. Вот программа реализуется с 2019 года, а в этом году как она будет проходить? Может быть, с ходом времени появляются какие-то новшества ежегодно в программе? Голосование граждан по отбору общественных территорий для благоустройства в рамках программы «Муниципальная и государственная комфортная городская среда» будет проводиться весной. Примерная дата еще не установлена, это март-апрель месяц. Как и в предыдущие годы, это формат онлайн, соответственно, граждане могут участвовать вот в этот период и голосовать. И, конечно, здесь хотелось бы отметить, что после голосования мы объявим конкурс по отбору уже проектов благоустройства, где данные проекты могут участвовать и получать уже федеральные средства. И также хочу сказать, что благодаря Владимиру Владимировичу Путину на сегодня данная программа продлена до 2030 года. И это очень для нас отрадно, потому что в муниципальных образованиях появляется возможность благоустроить больше пространств. То есть получается, что сначала формируются заявки, а потом из этих заявок появляется некий шорт-лист? Это получается как приоритеты, то есть те объекты, которые в первую очередь население выберет, они идут как приоритетные. Потому что все-таки мы не будем забывать, что комфортная городская среда – это программа как раз по соучастию и вовлечению граждан. А если мы говорим о Якутии, сколько объектов наша республика представит в этом году? В этом году у нас 60 объектов. Мы вообще участвуем в голосовании еще с 2018 года, и на самом деле первые заявки были всего лишь 9 заявок. Да, и если для сравнения, то в 2023 году это 50 заявок, то в 2024 году это уже 66. Увеличение количества заявок говорит о том, что проект действительно работает. На самом деле, да, он самый популярный сейчас среди граждан. И хочу отметить, что сама география муниципальных образований по участию, она увеличивается, потому что, наверное, коллеги из муниципальных образований наблюдают за победами и удачами других муниципальных образований и подают заявки. А вот если мы говорим с вами о приоритетах, основные проекты, которые представляет республика, какие? Ну, конечно же, это все населенные пункты, которые представляют именно свои по выбору проекты. И в голосовании вообще у нас на сегодня определяется как в сельских территориях, так и в городах. Поэтому перечень очень большой, и мы будем ждать уже результатов. Вот, кстати, о результатах, Любовь Александровна, чтобы нашим зрителям было понятно, что появилось благодаря такому народному голосованию, вот какие объекты, реализованные в прошлых годах, были в рамках формирования комфортной городской среды? Ну, наверное, нам эфира не хватит, чтобы я все перечислила, да. Наверное, ну, вообще все объекты, которые были реализованы, они сами по себе уникальны, потому что, еще раз повторюсь, это вовлечение граждан, и, соответственно, граждане сами выбирают, что за территории, какой функционал у этих территорий будет. Поэтому для каждого населенного пункта они уникальны. Но, возможно, можно отметить, например, центральная площадь в селе Сунтар. Очень современное общественное пространство было реализовано в 2022 году. Благодаря как раз участию в программе они получили очень рекреационные зоны. На территориях появились теплый павильон с эксплуатируемой крышей, который превратился потом в качели и амфитеатр. Очень хорошие виды на реку Вилюй. Можно было бы отметить, наверное, город Мирный. Это зона отдыха Ирлях. Здесь задача была как раз соединить общественное пространство с рекреацией природы, да, и у них получилось это, потому что функционал очень большой, и детское оборудование установлено, и спортивные площадки есть, и зоны отдыха. Ну и особенно, наверное, бы отметила парк культуры в селе Этекюэль. Очень интересный проект. На самом деле проект был разработан еще в 2019 году.
И как раз вот в 2019 году Управление архитектуры и градостроительства совместно с Центром компетенции только начали практиковать понимание вовлеченности, социокультурное программирование. И как раз вот этот проект, он попал вот в эту волну, и благодаря вот молодым архитекторам, дизайнерам получился интересный проект, потому что там было сохранено именно направление как бы современного стиля с идентикой данного населенного пункта. Поэтому здесь бы вот хотелось бы эти проекты отметить. И получается также условия, в которых располагается населенный пункт, будь то арктический район, многолетняя мерзлота, промышленные районы республики, все это учитывается? Да, конечно, обязательно. Это все учтено. А вот можно ли как-то изменить проект благоустройства двора? Если это народное голосование, жители принимают какое-то решение в рамках дизайн-проекта? Сначала обязательно выбирается территория. Если, например, мы говорим об общественном пространстве, то здесь идет через голосование, либо обычно собираются в зависимости от численности населения, и люди голосуют. Либо просто сход делают, да, если это сельское небольшое поселение. А если, например, это двор, то это, конечно, именно жители двора, они собираются с помощью своей управляющей компании и определяют, что же они хотят получить по итогу. А второй этап — это, конечно, уже функционал, то есть либо это детское направление, либо это спортивное направление, либо это просто отдых. Ну а уже задача архитектора, собрав эту всю информацию, все это объединить, чтобы получилось все гармонично. Вот хотела вас спросить об архитекторе, потому что когда такой проект создается, это дело очень непростое. Здесь, наверное, надо знать о каких-то материалах, из которых все это будет изготавливаться, о том, как они поведут себя на открытом воздухе или в закрытом помещении. Получается, что автором проекта по формированию комфортной городской среды может стать далеко не каждый. Здесь нужно специальное образование. Ну, конечно же. Ну, вообще, хочу обратить внимание, что все-таки реализация проекта формирования комфортной городской среды — это такая командная работа, потому что это обязательно должно быть учтено мнение граждан, это профессиональные направления и, конечно же, команды муниципальных образований. И если работать сообща, то у нас получаются очень такие правильные проекты, где учитываются и нормативы, и, конечно же, архитектура и, соответственно, пожелания граждан. Ежегодно увеличивается еще и количество голосующих. Это, наверное, как-то коррелирует с увеличением количества проектов из года в год, которые представляются на голосование. Ну, тут, скорее всего, нужно посмотреть, что эта практика просто увеличивается из-за того, что люди видят результаты. Это такие быстрые победы, когда человек за маленький промежуток времени может увидеть результат. Если, например, объекты социальные, объекты капитального строительства, их надо ждать, когда они построятся, бывает 2 и 3 года, то здесь эффект моментальный. И, конечно, человеку очень приятно увидеть, что то, что он предлагал, да, это реализуется. Поэтому, конечно, здесь это объяснимо. То есть я, например, житель города, и меня интересует какая-то отдельная часть, например, хочу обустроить сквер, и я выступаю с предложением. Куда заявку эту можно подать, надо ли находить единомышленников? Ну, если найдете единомышленников, это будет намного даже лучше, потому что когда появляется сообщество двигают, конечно, такие проекты. А на самом деле просто необходимо обратиться в окружную администрацию, городскую либо сельскую, и свои предложения дать. Очень часто муниципальное образование такие мероприятия проводит предварительно, то есть они сначала собирают информацию от населения, какие бы хотели они благоустроить территории. А потом уже в зависимости от, видимо, численности обращений определяют уже сам перечень и выставляются уже на голосование. Но это благоустройство территории — это не только разбить скверы или там как-то облагородить парк. Здесь же речь еще идет о каком-нибудь асфальтобетонном покрытии во дворе, чтобы где-то появилась детская площадка, а где-то напротив что-то убрали. Да, конечно, это все учитывается обязательно. А волонтеры каким-то образом привлекаются к работе по проектам?
Волонтеры нет, они участвуют у нас именно в голосованиях. Это наша помощь, это большая помощь. Они действительно большой вклад вложили по проведению голосования, потому что ребята очень активно помогают. А уже как-то повлиять на сам проект чаще всего это население, то есть заинтересованные лица, которые проживают рядом, либо, если это большое общественное пространство, то это вообще любой горожанин, либо сельчанин может поучаствовать. Ну а волонтеры, конечно, я хочу сказать, что, кстати, в этом году по итогам реализации формирования комфортной городской среды активные команды региональные, муниципальные, в том числе и волонтеры, у них будет премия национальная, так что я считаю, что здесь необходимо очень всем активно поработать, и было бы здорово, если бы у нас Якутия тоже участвовала и получила такую премию. Волонтером может стать кто угодно или только бойцы спецотрядов? Нет, волонтеры у нас могут быть старше 14 лет, да, и любой гражданин, который может зарегистрироваться на дом добро.ру. Давайте поговорим еще о ходе работ по проспекту Ленина, потому что главная улица нашего города не дает покоя уже много лет. Сначала ремонтировали проспект, сейчас идет ремонт на главной площади. Вот как там обстоят дела? Ну, на сегодняшний день все идет по проекту. Все идет согласно графику. Здесь не стоит пока переживать, потому что мы видим активно, что там ведутся работы. Так, сейчас уже вывезли, полностью демонтировали все, уже вывезли мусор. Идет разработка котлована, и с прошлой недели уже начали привозить материалы. Поэтому завершение работы у нас по контракту это октябрь месяц. Но мы стараемся ускорить процесс, чтобы летом уже можно было бы открыть. Почему октябрь месяц? Потому что всегда завершение – это запуск оборудования, это документальные работы, да, то есть с документами необходимо до конца. А пока планы у нас – это летний период. То есть вот морозы, которые укрепились буквально на прошлой неделе, они никак не помешали, не повлияли на ход работы? Конечно, когда высокие морозы идут, мы приостанавливаем работы, потому что техника не может работать. А в настоящее время как раз ведутся работы, которые необходимо выполнять именно в зимний период. Любовь Александровна, давайте нашим зрителям еще раз напомним, вот скоро уже настанет весна, будет идти голосование. По каким ссылкам, по каким сообществам в интернете надо переходить, чтобы голос был действительно важен для того, чтобы где-то преобразилось что-то в каком-то населенном пункте? Как только объявят уже старт голосования, мы обязательно разместим на всех соцсетях. Я еще думаю, что мы не раз еще будем об этом говорить, да? Более активная фаза начнется уже, наверное, с марта месяца. Поэтому всю информацию мы обязательно расскажем. Но сейчас вот хотелось бы все-таки, чтобы граждане поучаствовали именно в части волонтерского движения, да, и здесь зарегистрировались на добро.ру. Ну что ж, благодарю вас, Любовь Александровна. Я думаю, что многие зарегистрируются. Вот лично я тоже достану свой телефон уже после эфира. Приходите к нам обязательно еще раз. Будем ждать вас, чтобы узнавать, что происходит у нас в городе. Хорошо, но я еще могу сказать, что у нас будет строительно-архитектурный форум регионального значения с 27 февраля, а 28 и 29 у нас состоится декада архитектуры и дизайна. Это очень большое событие, поэтому там будут встречаться все сообщества как архитектуры, дизайна и строительства. Поэтому вот у нас такое ближайшее будет мероприятие для региона. Которое мы тоже не можем пропустить. Спасибо. Напомню, вы смотрели актуальное интервью. До встречи в эфире.